Всем привет! С вами Марат Урманбек. Поехали! Школьники вновь сели за парты. В Кыргызстане к традиционной форме обучения возвращаются почти 1500 учебных заведений. Пока у досок проверку знаний будут проходить дети с 1 по 6 классы. Разрешили в реальном времени учиться и выпускникам. В Минобразе планируют в течение 2 недель отслеживать ситуацию по заражению COVID-19. Если резкого увеличения заболевших не будет, на занятия выйдут и другие ученики. I'll be back. What? А вот если все же обострение ситуации произойдет, мы все попали. На заседании республиканского штаба новый вице-премьер Эльвира Сурабалдиева заявила, что в стране не хватает врачей. Сейчас и тут без всякой иронии и сарказма. Герои-медики, работая на 200%, перекрывают потребность в специалистах лишь на 80%. Не исправить ситуации постройка новых больниц, считает Сурабалдиева. Посадить всех на карантин тоже не выход. Каждому кыргызстанцу государство помочь не сможет. Потянуло же на откровение. В общем, разделять ответственность граждане, которые входят в группу риска, должны наравне с государством, обнадежила вице-премьер-министр. Боливар не выдержит двоих. А коль уж мы все должны взять ответственность и на государство шибко не рассчитывать, закрывать тойхана или залы для проведения торжеств в республике смысла нет, отметила Сурабалдиева. Денег, мол, они не зарабатывают, а штрафуют подобные заведения регулярно. А эта песня посвящается нашему гостю из солнечного Дилижана. Видимо, координации между чиновниками нет. Особенно касательно громких заявлений. Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тюлебаев пригрозил увольнением госслужащим, которые будут замечены на тоях или поминках. Понятно, что градоначальник ратует за закрытие кафе и ресторанов. Об этом он сообщал в соцсетях еще на прошлой неделе, но неожиданно предложил открыть фудкорты и кинотеатры. Ах да, еще одна приятная новость для любителей потусить. Балбак Тюлебаев предложил запретить новогодние корпоративы. Здравствуйте, меня зовут Витя Прикол, я занимаюсь организацией и проведением различных мероприятий. Хочу вам предложить свои услуги в качестве проведения вашего корпоративчика. И в продолжение темы. В стране будет создана межведомственная комиссия, которая будет выяснять, куда и как были потрачены деньги, которые выделяли на лечение людей с коронавирусом. Об этом сообщила опять же Эльвира Сурабалдиева. Вице-премьер заверила, что если кто-то решил незаконно обогатиться на купле-продаже лекарственных препаратов, это все обязательно выяснится. Коллегиальному органу предстоит разобраться, куда ушли бюджетные средства. Где деньги, Лебовские? Где, деньги, говнюк? Они где-то там внизу. Дай-ка еще раз взгляну. Коронавирус стал и предметом обсуждения на международном уровне. В видеоконференции Шанхайской организации сотрудничества принял участие Садыр Джапаров. Исполняющий обязанности президента поблагодарил государства-участниц ШОС за оказанную помощь в период вспышки пандемии. Также премьер-министр заверил, что сейчас общественно-политическая ситуация в Кыргызстане стабильная. Передача власти прошла мирным путем и по закону. В качестве исполняющего обязанности президента в дальнейшем буду прилагать максимальные усилия для решения задач по укреплению стабильности в обществе и обеспечению социально-экономического развития страны. Рабочая неделя началась с митинга у здания главпочтамта. Около 20 человек, сотрудников Кыргызпочтасы, требуют выплатить годовую премию за прошлый год, а также увеличение зарплат на 50%. По информации ресурса 24KG, почтальоны в среднем получают 5400 сомов в месяц. Поднять зарплату, ежемесячную премию дали. У нас каждый месяц ежемесячная премия была. Вот после вирусов убрали. Типа нет плана, нет денег. Где деньги, которые мы работаем, наша работа не остановилась. Не все полезно, что в рот полезло. Интересное исследование провели в Китае. Оказывается, не все куриное мясо полезно для организма. Много паразитов находится в легких птицы. И порой даже термическая обработка не дает гарантии их уничтожения. Естественно, много вредных бактерий находится на хвостике цыплят. Изобилует паразитами и куриная кожа. Могут они и быть и в головах несушек. Так что, если бережете свое здоровье, лучше воздержитесь от поедания этих частей излюбленного продукта. Это были наиболее интересные новости дня. С вами был Марат Урманбек. До скорой встречи.
А вот если все же... Блин, да что такое? Да, да, говорю об этом. Вставка. Ах, да. Ах, да. Ах, да. Не все полезло, что в рот полезно. Не все полезно. Придумал, а? Словосочетание. Давай, дядь Вань. Хватит ржать, блин, сидит там. Ты ж потом это вставлять будешь, да, зараза? Нет, такое не надо, я понял, почему ты смеешься.